Янджу. В сердцах многих крымских татар это слово отзывается эхом, долгим, многоголосым, как эхо в горах, отзывается голосами ушедших веков, звоном некогда льющихся водопадов, именами предков. Янджу. Затерянная деревушка, заброшенные полуобвалившиеся дома говорят о том, что люди покинули их давно. Но вот совсем недавно, в один из дней, немногочисленные жители Янджу вдруг услышали со стороны подножия горы Ахьяр-Баир эзан. И словно горный ветер пронесся по кронам деревьев. Земля словно встрепенулась и ожила. «Что это? Откуда? Кто?» – спрашивали люди. Эзан доносился из разрушенных стен древней мечети, что стоит на пригорке. Это означало, что началось новое время, время добрых перемен, время благих дел. Глава местной религиозной общины Муслидин-Муслидинов живет в Янджу с конца 80-х. Это земля его предков. Это была мечеть. Это я понял от своих родных, то есть бабушки, дедушки, потому что улар букойденлер. И они приезжали, когда я только переехал, они сказали, что эта мечеть, и тогда она использовалась как склад совхозный. Здесь зерно было и тому подобные вещи. И сами местное население тоже этот склад называли мечетью. Древняя мечеть, по оценкам экспертов, датируется XVI веком. Еще в начале 2000-х в Янджу приезжал крымско-татарский поэт, по профессии инженер-строитель Идрис Асанин. Он провел сравнительный анализ мечети с аналогичными сооружениями. Такой нюанс, как встроенные в стены бревна, выполнявшие функцию сейсмопояса, указывают на XVI век. Здание хранит в себе и другие интересные особенности. Где мы стоим, и вот эта вся вот эта территория, вот, это мезарлык. Ескі татар мезарлығы. Пикчок Башташ вышла из этого мезарлыка, но в те годы, которые я вот собирал, которые бесхозные башташлар лежали, здесь все, я собирал, их увезли в Бахчисарай тогда. Это еще в те 90-е годы. А эти вот башташлар, которые вот много осталось, эти башташлар именно вышли со складки джами. Во время советской власти в мечети был устроен склад, а несколько лет назад сооружение хотели снести окончательно, но мечеть словно оберегал сам Всевышний. Даже приезжали и на машинах, уже и с рабочими. Ну, по милости Аллаха мы сохранили ее. 2 года назад местные жители решили восстановить древнюю мечеть. Организационная группа совместно с Духовным управлением мусульман Крыма провела кропотливую работу по оформлению технической и проектно-сметной документации, а также правоустанавливающих документов. Восстановление мечети ведется за счет пожертвований и благотворительных средств. Возводить здание приезжают люди из Бахчисарая, Симферополя, Севастополя. Уже подняты стены, проведен монтаж балок, которые будут держать крышу. Проектировщики решили оставить небольшой фрагмент старинной кладки стены с юго-восточной стороны мечети. Для покрытия кровли уже готова черепица. Черепица будет, ну вот как там колодец, вот квадратная, иншаллах, черепица. Потому что сейчас татарки как таковой вот это вот настоящей нету, оно не хватает. Такая вот итальянская вот эта, она, во-первых, и дорогостоящая очень. Мы вот так вот естественную вот эту местную черепицу, хотя она и квадратная, мы решили как вот колодец перекрыли, так и будет джами, иншаллах. Об одном только сожалеет Муслидин ага. Люди уезжают. Из 23 крымско-татарских семей на сегодняшний день осталось всего 7. Продают дома и уезжают. И село теряет свой первозданный колорит. Но в то же время Муслидин ага верит, что село не должно опустить, что народ, наоборот, должен объединиться и вдохнуть новую силу в Янджу. Я бы хотел обратиться к джемату Бздебар-Йолбар. Лучше того, какую дорогу нам показал Аллах через посланника своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, нету. Никакие там партийные движения, никакие там организации, никакие там и другие вот такие вот всякие мероприятия, они
бізге файда бермейжеклер. Біз миллет болып, халық болып сақланып қалмас десек, мында өзіміздің ветанымызда хожайын olmaz десек, вот біздер динімізге сықынмақ керекміз. Біздер Раббімізін білмек керекміз. Не үшін біздің яратқан? Не істе біздерден? Нас yol көрсеткен бізге? Не демек о Құраны Керим? Ануын біз аңнасақ, ану yolға тұрсақ, сон біз адам olacağımız, doğrusunu айтамыз. Адам olacağımız. Ama şimdi бірсі анда чеке, бірсі мында чеке, бірсі ұяққа қача, бірсі мында қала. Бізде бір yol бар. О yolға тұрсақ, бізде сон адам болып, бізде өзіміздің ветанымызда хожайын болып, бізде Раббіміздің бізге жоллаған, берген қанунлары бойынша яшасақ, сон doğrulacak беліміз. Ана шешті. Дороги у людей разные, короткие и длинные, с лишениями и радостями, слезами и счастьем. Но есть один путь, который объединяет нас всех. Путь, который указал нам Всевышний. И дорога, которая ведет к порогу родного дома. Зира Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.